Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Как поменяется ваша жизнь в загаданный вами срок? Пожалуйста, настройтесь, загадайте свой срок. Не загадывайте слишком короткий, но и не загадывайте на слишком долгий срок. Давайте посмотрим, как поменяется ваша жизнь. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Итак, мои хорошие, давайте будем разбираться, что будет меняться, как поменяется ваша жизнь. Смотрите, очень сильный и стабильный человек на вашей стороне. Вы все разные. У кого-то отыграется обретение такого человека, знакомство с таким человеком, отношения с таким человеком, дружба с таким человеком, да? А у других сильный человек перейдет на вашу сторону. То есть человек выберет вас, человек будет с вами во всем согласен. Человек вас будет поддерживать. Не других, а именно вас. В любом случае, это очень хороший знак, еще и с правой стороны. И смотрите, как показали, вы прям такая маленькая, крошечная, и рядом такой просто гигант, колосс стоит. Слушайте, как много хорошего вас ждет с этим человеком. Либо вот именно этот момент перехода на вашу сторону, либо знакомства с этим человеком очень круто поменяет вашу жизнь. Очень много вам будет доступно, очень многое наконец-таки получится, свершится. Человек очень многое вам даст. Либо благодаря этому человеку очень много будет вам дозволено, извините за такое слово. Рядом с этим человеком вы тоже вырастете, вы обретете форму, вы обретете вес. Ну, не в прямом смысле слова, там килограммы прибавятся, а вы станете более значимой, знаковой персоной, да, особой. Да, тут и карьерный рост может быть, и человек может в вас вложиться, и статус у вас другой станет, да, поменяется статус. Под защитой, вы под защитой, под надежной защитой этого человека. Жить вам легче станет, понимаете? Жить намного проще, намного легче, намного интереснее, намного радостнее. Вот. Ну, конечно, такой силач все возьмет на себя. И знаете, это образ мужчины, это не женщина, это именно мужчина, сильный мужчина. Видите, мои хорошие, все будет замечательно. Надежный, сильный человек, благодаря которому ваша жизнь становится намного лучше, намного ярче, чище становится жизнь, да? Меньше помех, меньше там неприятелей под защитой. И вы растете. Тоже очень замечательно. Дальше, мои милые, также с правой стороны образ дракона. Дракон прямо внизу сидит. Успех в том, в чем вы не ждете, в том, в чем вы не надеетесь. То, чем вы занимаетесь без особой веры в успех, либо вы это делаете просто потому, что надо это делать. Вот именно в этом большой дракон, вы добьетесь успеха. Либо ваш труд, ваша работа успехом для вас обернется. Сейчас нет ни малейшей надежды, ни малейших ожиданий. Вы просто делаете то, что должны. И это все будет очень-очень успешно. Вас отметят, вас заметят, на вас обратят внимание, к вам начнут приходить. Да? Может быть, вы бизнес какой-то ведете, может быть, услуги какие-то оказываете, либо в офисе работаете, занимаете какую-то должность, на производстве, может быть, работаете. И вам кажется, что нет никакой перспективы и роста никакого нет. Вот делаю, что делаю, мне за это платят, денежка какая-то капает, ну и хорошо. Но вижу, что успеха вы добьетесь. Вы это делаете не так, как все. Либо вы с особым каким-то подходом делаете, либо у вас получается лучше, чем у других. Ну, допустим, работаете вы на себя, например, услуги оказываете. Но ваши услуги, они с душой. Ваши услуги, они суперкачественные.
либо вы мастер своего дела, да? А вас люди начнут говорить, к вам начнут приходить, к вам в очередь будут становиться. Дракон — это все-таки это очень крутой успех. Так, еще с каким-то человеком вам удастся очень выгодно для себя договориться. Сейчас между вами палки, то есть вы не можете найти общего знаменателя, скорее как спор происходит, либо вы друг друга не слышите, но вижу, что вам удастся. Какую-то тактику вы будете предпринимать, причем тактику у кого-то переймете. То есть вы посмотрите, как делает другой человек, либо человек, там, может, консультации дает. Вы прислушаетесь к этим консультациям и примените какую-то новую тактику. И тот, с кем у вас противостояние, окажется безоружен. И договориться с вами на ваших условиях, на выгодных условиях для вас. Прям да. Удачненько сможете договориться. Главное, в себя верьте и ищите новые методики, новые подходы. Да? Расширяйте свой кругозор. Так, здесь у нас грибы. Здесь не просто грибы, здесь грибница. Один большой, другой поменьше, а третий прям совсем малыш. Грибы. И вы в лодке к этим грибам подплываете. Но грибы — это деньги. Грибы — это финансовые блага, да, которые человек может получить. Вот грибы, их же сложно в лесу найти, их сложно собирать. Но, тем не менее, грибы очень ценные и полезные. Ну, вкусные, в конце-то концов, да. Вижу, что вы подплываете, грибницу свою найдете. 100% способ заработка. Либо 100% способ, как зарабатывать больше. Как на деньгах еще большие деньги делать. Может быть, это заработок в интернете, может быть, это какой-то новый бизнес. Вы точно грибницу свою найдете. Здесь еще такой совет. Успехами своими достижениями, своими возможностями ни с кем не делитесь. Никому о них не рассказывайте. Чем дольше люди не знают, как и где вы зарабатываете, на чем вы зарабатываете, тем дольше вы сможете заработать. Как только люди узнают, все побегут на вашу грибницу, и вам, грубо говоря, ничего не останется. Да, очень быстро разорят эту грибницу. Вот здесь, кстати, нужно быть очень жесткой и не позволять конкуренцию. Прям совсем от слова совсем не позволять. Ни своим, ни чужим, никому не говорите, как, где, на чем вы зарабатываете, откуда деньги к вам приходят. Говорите, что зарплата. Да? Вот хожу там на заводе, работаю, зарплату получаю. Но о других видах бизнеса, деятельности, пожалуйста, никому не рассказывайте. Грибница — это очень хорошо с левой стороны. Крайне неожиданно это для вас будет. Может быть, вы даже никогда не слышали о каких-то видах деятельности бизнеса, на которых можно так сильно заработать. В любом случае, вами загаданный срок, вы к этой грибнице точно подплывете. И только лишь от вас будет зависеть, как долго вы с этой грибницы грибы будете собирать. Я вас предупредила, да, об этом нужно будет молчать, скрывать, молчать. Так, еще. А вот здесь нам показано, что поменяется отношение к вам тех людей, которые вас постоянно окружают. То есть в семье может поменяться отношение, в коллективе на работе, в социуме, где вы постоянно находитесь. Люди поменяют отношения. Если раньше они вас, грубо говоря, не замечали, не придавали вам весу, вы сами по себе, они сами по себе, да, никто не считается с моим мнением, то теперь все меняется. Люди к вам повернутся. Причем повернутся не просто так, а с открытыми сердцами. Возможно, вы что-то сделаете, возможно, вы как-то поступите, возможно, каким-то другим способом привлечете к себе внимание, но вы станете очень яркой, очень значимой, и вас, смотрите, все любят, все ценят и уважают. Здесь именно речь идет про любовь. Любовь, которую люди, не стесняясь, показывают к вам. Вы в центре внимания, и каждый старается к вам ближе стать, либо перед вами как-то выслужиться, да, чтобы заслужить вашу ответную реакцию, либо хотя бы каплю вашего внимания. Здесь славненько, славненько. Вы вообще по натуре лидер, но вы лидер, вы очень заботливая, но при этом вы никогда вперед свою кандидатуру не ставите. Вы очень уважительно относитесь к тем, кто вас окружает. Вы не лезете на рожон, но при этом силы вам не занимать. Видите, как все на свои места становится.
именно любовь. Выражение любви к вам со стороны тех, кто вас окружают. Так, большие окна, большие чистые окна. Может быть, в прямом смысле слова вы замените окна. Но и также по-другому смотреть на жизнь. Да? Через окна мы смотрим в мир. Да? По-другому станете смотреть на мир. Большие, чистые. Но тут ясность придет, осознание. У кого-то, кстати, еще отыграется, как откроется видение. Да? Ясновидение. Не бойтесь этих моментов. Все нормально, все хорошо. Мир, он прекрасен. И очень много прекрасных людей. А если у вас откроется дар, в частности, да, ясное видение, вы этим даром и себе поможете, и своим близким, и многим-многим тысячам людей, да, которые к вам обратятся. Да, по-другому будете видеть, ну, либо в вашем доме заменят окна. Да, вот такие две крайности. Так, на голой земле начинают расти прекрасные цветы. Но здесь у кого-то к вам чувства проснутся. Либо тот, кто был абсолютно равнодушен, воспылает к вам чувствами. Цветы — это чувства, это романтика, это притяжение, это и страсть тоже цветами показывается. Тот, кто был равнодушен, воспылает к вам любовью. Может быть, человек просто маску равнодушия носил, да? Может быть, и чувство испытывает сейчас, но по какой-то причине носит маску равнодушия. Ну, либо, допустим, человек был порченный, да? На человеке был приворот, и человек к вам охладел, да? Вот как выжженная такая вот пустая голая земля. Человек мог от приворота охладеть, да? Скорее всего, приворот перестанет действовать, либо вы снимете, и чувства вернутся. Да? Ну, либо человек снимет эту маску равнодушия, признается, что всегда вас любил, но по какой-то причине скрывал. Ну и причину вам заодно расскажет. Ну, цветы вам радость приносят, радость и счастье. Вам точно понравится. Так, еще. Вижу, что вы как-то будете больше отдыхать, больше, может быть, высыпаться. Больше времени вы посвящаете отдыху. Давайте так, вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Может быть, сейчас у вас такой ненормативный график работы. Может быть, вы все на себе тащите, и вам там сон — это за радость. Да? Там 2-3 часа поспал, уже хорошо. Может быть, у вас проблемы со сном. Такое тоже иногда бывает, что у вас бессонница, она вас мучает, вы никак не можете подобрать там способ, средства для того, чтобы от этого избавиться. Но вот вижу, что будете вы отдыхать, и будете отдыхать с удовольствием, будете высыпаться и больше времени как посвящать своему здоровью, наверное, да, ведь сон — это здоровье. У вас что-то поменяется, и эта перемена тоже к лучшему, с правой стороны идет. Может быть, сон полноценный, может быть, вас сейчас кошмары мучают, и вы вообще спать боитесь. Да, вот что-то поменяется в лучшую сторону. Будете высыпаться, будете достаточно спать, будете достаточно отдыхать. Еще я вижу, что для вас мир откроется. Но обычно такое бывает, когда человек способен, и нет преград к путешествиям. Да, путешествия, поездки. Поехать с одной точки в другую, просто поездку осуществить, либо отдохнуть где-то, мир посмотреть, там, себя показать. Здесь на дальнее расстояние поездка. Скорее всего, вы мечтаете о какой-то поездке, либо вы очень хотите, да, вот я хочу куда-то поехать, я хочу куда-то вернуться, либо наоборот откуда-то уехать. Мир вам откроется, дороги будут открыты. Все у вас получится. Туда, куда хотите, вы точно попадете. В загаданный вами срок мир вам открывается. И это тоже как-то произойдет вот как одним днем, да, вот как преграда, вот то, что вам не позволяло. У кого-то денег не было, у кого-то времени, у кого-то, может быть, там документов не было, чтобы путешествовать. Преграда упадет одним днем. Для вас это будет очень радостный и светлый день. Так, еще с правой стороны, прилагая какие-то невероятные усилия, вы освобождаетесь от какого-то бремени. Это может быть долговое бремя,
Это может быть какие-то обязательства, это могут быть какие-то ограничения на вас возложенные. Это будет нелегко, и вижу, что вы будете над этим усиленно работать, но для вас вот каждая минутка, она на счету. Да? Бросите все свои силы на то, чтобы это бремя сбросить. Благо, возможность такая у вас появится. Вижу у вас рядом помощника, который с вас вот это ярмо просто вот снимает, сдирает это ярмо. Не одна вы будете, не один вы будете, но с бременем этим справитесь. И ярмо с себя точно скинете, сбросите, чего бы это ни касалось. Вот мне почему-то кажется, что это как-то с долгами связано. Долги, либо какие-то ограничения, обременения. Сбросите, сбросите. Вы даже как-то раньше времени, может быть, вам какой-то срок отпущен, а вы раньше времени ярмо это сбросите. Почувствуйте себя наконец-таки абсолютно свободным человеком. Дальше, мои хорошие. Есть у вас какой-то человек водой поливает, как будто бы купает, либо очищает. Смотрите, это может быть какой-то обряд и ритуал. И также это может быть действительно в прямом смысле слова доктор, проводящий с вами какие-то манипуляции, которые помогают восстановить здоровье, либо избавиться от каких-то заболеваний. Человек вас поливает водой и купает. Вы чистый становитесь. От того, что вам очень сильно по жизни мешало, либо делало вашу жизнь неспокойной, тяжелой, безрадостной, вы избавляетесь. Да, хороший момент с левой стороны. То есть вы не ждете, вы не надеетесь, возможно, даже в это не верите, но это с вами точно будет. Так, еще какой-то человек никак не может забыть дорогу к вашему дому. И что бы вы ни делали, он все равно появляется, он все равно приходит. У одних отыграется, что это какой-то бывший возлюбленный, достаточно неспокойный человек, я бы даже сказала, не вполне адекватный человек. А у других может быть кто-то похожий, допустим, на неприятеля, либо какого-то вот лютого злого человека. Вот выбрал вас своей жертвой, постоянно ходит вас и долбет, постоянно вам как боль и страдания причиняет. И вы от этого человека никак избавиться не можете. Вы вроде как от него и скрываетесь, и прячетесь. И, может быть, даже свою жизнь очень сильно из-за этого ограничили. Свои желания ограничили, да, лишнего себе не позволяете, пойти прогуляться, куда-то поехать. Вот, боитесь вы этого человека, либо не желаете встречаться, давайте так скажем, да, не обязательно бояться. Очень настойчивый, очень упрямый и очень лютый человек. Все, что вы делали, вам не помогало, и защиту от этого человека вы найти не могли. Ее просто как не существовало. Вот вижу я, что этот человек к вам интерес потеряет. Вот сам по себе потеряет интерес. Да, как на кого-то другого переключится. Я, кстати, такое сегодня на кофе тоже видела. Да, возможно, мои зрители смотрят меня и на канале с кофейной гущей, и на этом канале. Вижу, что человек кем-то другим увлечется, либо кому-то другому интерес загорится у этого человека. Вас прямо в один момент забудет. Просто все, как не существовало вас. Слушайте, прям облегчение. Идет облегчение. Сначала вам будет сложно в это поверить, еще какие-то опасения будут присутствовать, но потом вы просто скажете, где этот человек, почему не приходит, да? Почему ко мне никакого интереса не проявляет? Да, человек с вас на кого-то другого переключается, как новую жертву себе найдет, скорее всего. Да, облегчение. Испытаете огромное облегчение вы в этом моменте. Опять же, с левой стороны. Не верите. Вы не верите, что этот человек от вас отстанет. Но именно так это и будет. Да, переключится на кого-то другого. Так, еще вижу много страсти у вас. Очень много страсти. Либо страсть вернется в ваши отношения, уже существующие, либо у вас появится любовник, любовница, да, человек, с кем у вас будут безумные страсти. И неважно, сколько вам лет, этим можно заниматься в любом возрасте. Вижу страсти, безумные страсти, которые доставляют очень много удовольствия, много радости. Кровь аж бурлит, да, омолаживается кровь.
в этом моменте. Безумные страсти вас ждут. Так, и еще с правой стороны. Здесь мужчина наконец-таки сделает шаг, либо сделает свой выбор. А может быть и выбор, и шаг. Тут и решение, и действие идет. Может быть единовременно, может быть сначала будет одно, потом другое. Вижу, что в вашу сторону двинется, причем как будто бы сумка идет. Сумка. Ну, вы все разные. У кого-то, например, треугольник в отношениях, да, и вы вынуждены делить мужчину с какой-то другой женщиной. Может быть, эта женщина вам и не соперница, может быть, это ревнивая мама, которая постоянно лезет в ваши отношения, которая постоянно пытается разрушить ваши отношения. Вы все разные, ситуации у вас тоже разные. Вижу, что мужчина принимает и решение, и делает действия с правой стороны, и даже смотрит вправо. То есть к вам, идет к вам, выберет вас, с вами останется. Это тяжелое испытание. И тяжелая была борьба. Но вижу, что мужчина все-таки на вашей стороне. На вашей. И, кстати, перед тем, как он примет решение, какая-то ситуация произойдет очень неприятная. Неприятная либо для вас всех, либо для вас неприятная. Вот. И сразу же после этой ситуации мужчина у вас на пороге, грубо говоря, да, выбирает вас. И еще я вижу, что в загаданный вами срок вы очень сильно преобразитесь. Но во всех смыслах этого слова. И внешность, и внутреннее ваше содержание, да, отношение к миру, к жизни, к себе, к тем, кто вас окружает. Очень многое у вас поменяется. Кстати, меняется в лучшую сторону. Вы будете довольны теми переменами, которые у вас происходят. А еще вижу, что вы от чего-то избавитесь, от какого-то комплекса, того, что вам по жизни мешало, какой-то зажим у вас был. Вы бы большего добились, если бы не было этого комплекса, либо не было этого зажима. Вижу, что вы от него избавитесь. Это будет сложно, но вы как будто бы из себя вырываете его. Да, вот как-то в моменте разозлитесь на себя, что вот я такая там трусиха, я нерешительная, я там не могу отстоять свое мнение, либо я там чего-то боюсь, за что-то переживаю. И вы прям разозлитесь на себя и вырываете из себя этот комплекс и далеко-далеко от себя откидываете. Это тоже вам здорово в жизни поможет. На этом у меня все. Мои хорошие, берегите себя. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.